С каждым годом казахстанцы все больше тратят средств на походы в рестораны и кафе. За последний год средний чек вырос сразу на 15%. По данным аналитиков, цены разнятся от месяца к месяцу. К примеру, в прошлом году больше всего на еду вне дома алматинцы и астанчане отдали именно в декабре. Тему продолжит Анастасия Новикова. По данным аналитиков, в прошлом году алматинцы на походы в рестораны в среднем тратили около 8 тысяч тенге. При этом самый большой средний чек был в декабре, в период корпоративов. Жители Астаны тратили меньше – 6 тысяч тенге. Спустя год цены на услуги кафе и ресторанов значительно выросли, в среднем на 15%. Так в Шымкенте теперь средний чек в ресторане составляет 10-12 тысяч тенге. Есть рестораны и эконом-класса, 7, 8. Ну и так далее. Есть единицы, где, допустим, средний чек, допустим, на человека 20 тысяч. Цены растут, приходится какими-то продуктами заменять те или иные блюда, в любом случае подстраиваться под рынок. Особенно выросли цены на импортный алкоголь, так как подорожали акцизы. Рестораторы говорят, гости при выборе блюд и напитков ориентируются на свой кошелек. Если раньше можно было в хорошем ресторане покушать на 5, на 6 тысяч тенге, сейчас это практически невозможно. Сейчас поход в ресторан обходится примерно в 10 тысяч тенге. В ресторанах примерно трачу, если только на себя, 30-40. Если по минимуму, то можно за 20, за 10 уложиться. По словам президента Национальной ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса, цены растут из-за дорогих продуктов, которые используют для приготовления блюд. Наша ассоциация выступает за то, чтобы сделать возможность фермерам напрямую работать с заведениями, с ресторанами, доставлять продукты питания напрямую без посредников. Тем самым это поможет снизить цены в ресторанах. Если же этого не произойдет, то цены будут дорожать. Популярным направлением для казахстанцев становится доставка ресторанной еды на дом, ведь так выходит выгоднее. Средний чек на человека в этом случае составляет около 5 тысяч тенге, и многие кафе стали более ориентированы на это направление. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, Информбюро.